Борьба за власть. Письмо тридцатки. Назначенный Центральным комитетом ВКПБ первый секретарь обкома Кыргызстана Каменский в руководстве области допустил ряд недостатков и перегибов. Основной линией Каменского было установление личной власти по методу Сталина. Цинично используя противостояние двух боровшихся за первостепенную роль в Кыргызстане группировок во главе с Сыдыковым и Кудайкуловым, Каменский вместо объективного разбора и примирения сторон стал на путь разжигания амбиций соперников. Поддержав полуграмотного Кудайкулова и его сторонников, первый секретарь области усугубил и без того напряженную обстановку. С помощью группировки Кудайкулова Каменский стремился разгромить имеющих большое влияние в Кыргызстане единомышленников Сыдыкова. На проходившей в марте 1925 года областной партконференции Каменский добился снятия с должности второго секретаря обкома, близкого соратника Сыдыкова, талантливого руководителя Абдрахманова. Затем Каменский и Кудайкулов обвинили председателя Ревкома Айдаркулова, всего 4 месяца работавшего на этой должности, в связях с баями и манапами, коррупцией и взяточничестве. В результате Айдаркулов не был избран на должность председателя областного исполнительного комитета. Все это не могло не вызвать тревогу честных партийцев. Для исправления перегибов в политике обкома 30 советских и партийных работников в июне 1925 года обратились в ЦК РКПБ и Среднеазиатское партийное бюро с письмом, в котором критиковали стиль и методы работы обкома партии Кыргызстана и политику подбора кадров. Этот документ по числу подписавших его человек получил название «Письмо тридцатки». Однако обращение посреднической группы было оценено со стороны Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ как попытка байманапских элементов внести раскол в ряды партии. Подписавшиеся были подвергнуты гонениям, уволены с занимаемых должностей, а некоторые высланы за пределы Кыргызстана. Как организаторы «тридцатки» Сыдыков, Арабаев были исключены из рядов партии. Меры по отношению к Кудайкулову, возглавлявшему в борьбе за власть вторую группировку, были ограничены простым предупреждением. Взорвавшиеся от всесторонней поддержки Кудайкулов и его приспешники впоследствии были привлечены по другому делу о тяжком преступлении, известному по Бишкекскому округу под названием Ур-Тохмок. В 1926 году он был исключен из партии и отдан под суд. Активные участники группировок из областного комитета партии, из Ожского, Каракол, Нарынского и Фрунзенского окружных комитетов, областных исполнительных комитетов были уволены. На руководящие должности области пришли выпускники Коммунистического университета трудящихся Востока и других учебных заведений: Тарикул Айтматов, Шоруков, Эсенаманов, Жейнбаев, Камбаров, Кульматов, Алиев. Назначенный первым секретарем областного комитета Узюков начал проводить последовательную работу по консолидации партийного и советского актива области. Активная конфронтация пошла на убыль. Проводимая в середине 20-х годов борьба партии за единство рядов завершилась запрещением объединения во фракции, обнародованием мнений и высказываний, идущих вразрез с линией партии и ее политикой. Все это способствовало укреплению авторитета и влияния партии. Кыргызская АССР. Еще на учредительном съезде, провозгласившему Каракыргызскую автономную область март 25 года, кыргызские делегаты обратились к союзному правительству с ходатайством о переименовании Каракыргызской автономной области в Кыргызскую автономную область. Постановлением Всероссийского ЦИК от 25 мая 1925 года область получила наименование Кыргызская автономная область. На этом же учредительном съезде часть делегатов выдвинула предложение о переформировании автономной области в Кыргызскую автономную республику. 1 февраля 1926 года Всероссийский ЦИК, учитывая достаточность территории Кыргызской автономной области, сопредельность ее с иностранными государствами, наличие собственной экономики, развитый язык и культуру, принял постановление о преобразовании Кыргызской автономной области в Кыргызскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Таким образом, Кыргызстан вступил на новый этап развития своей государственности в составе РСФСР. Это событие было узаконено на проходившем с 7 по 12 марта 1927 года Первом съезде Советов Кыргызской АССР. В соответствующей декларации было определено право кыргызского народа на самоопределение, утверждены основные принципы взаимосогласия проживающих в Кыргызстане народов. Кроме того, в декларации были намечены основные направления деятельности правительства Кыргызстана по подъему сельского хозяйства, промышленности, политического и культурного уровня республики. Первый съезд Советов Республики объявил первоочередной задачей органов власти проведение в Южном регионе водно-земельной реформы. Это обуславливалось тем, что в южных районах безземельные и малоземельные дихкани составляли 60% населения, а подавляющая часть земель находилась в руках крупных землевладельцев. Было принято важное решение о всеобщем обязательном образовании и о переходе с арабского алфавита на латинскую графику. Съезд избрал Центральный исполнительный комитет Кыргызской ССР, который стал законодательным и контролирующим органом.
Образование Кыргызской ССР было с воодушевлением воспринято по всей республике и сопредельных государствах. Прибывшие из центра партийные и советские представители выступали перед делегатами с поздравлениями, со всех концов СССР прибывали приветственные телеграммы. 12 марта 1927 года был избран президиум ЦИКа Кыргызской ССР в количестве 17 человек. Председателем президиума стал Абдыкадыр Орозбеков. На сессии было образовано правительство Кыргызстана, Совет народных комиссаров, председателем которого стал Юсуп Абдрахманов. В Совет народных комиссаров входили комиссариаты по вопросам земли, финансов, просвещения, труда и рабоче-крестьянская инспекция. Были также созданы государственные, политические и статистические управления. Высшим органом государственной власти Кыргызской ССР и символом суверенности Кыргызстана народа стал Всекыргызский съезд Советов. Он избирал Центральный исполнительный комитет и заслушивал его отчет. Перед высшим органом было подотчетно и правительство республики. Кроме того, впредь съезд избирал представителей и в Совет национальности ЦИК СССР и делегатов на Всероссийские съезды Советов. В соответствии с Конституцией РСФСР, Всекыргызский съезд Советов выполнял законотворческие функции. Ему было предоставлено право разработки и утверждения Конституции Кыргызской АССР. Избираемый съездом ЦИК каждые 3 месяца созывал свои сессии, а постоянно действующий президиум ЦИК издавал декреты и постановления. ЦИК назначал состав Совета народных комиссаров, определял направление его деятельности и разрабатывал планы развития народного хозяйства. Совет народных комиссаров Кыргызстана, как исполнительная власть, регулировал деятельность центральных и местных органов власти. На местах советскую власть проводили кантонные, районные и волостные съезды и их комитеты, а также городские, аильные и сельские советы. Первый съезд Советов вошел в историю кыргызского народа как важное политическое и государственное событие. На нем была провозглашена Кыргызская автономная республика. Подведен итог достижений кыргызского народа за 10 лет советской власти, определены задачи на будущее. Первая конституция Кыргызской АССР. С образованием Кыргызской ССР началась большая деятельность по разработке Конституции Республики. После очередных выборов в местные советы 25-30 апреля 1929 года был создан Второй съезд Советов Кыргызской ССР. 220 его делегатов заслушали отчет правительства и после широкого обсуждения приняли Конституцию Кыргызской АССР. Она содержала 7 разделов, 16 глав, 97 статей. В Конституции было закреплено новое государственное и общественное построение республики. Таким образом, Кыргызская ССР стала обладателем всех государственных и политических прав. В Кыргызстане было провозглашено равноправие всех народов и свобода выбора языка обучения. Государственными языками в Кыргызской ССР считались кыргызский и русский. Государственным служащим менялось в обязанность владения обоими языками. В результате повысился статус и роль кыргызского языка, создались благоприятные условия для его развития. В соответствии с Конституцией были уточнены права Всекыргызского съезда Советов. Съезду было делегировано право утверждать Конституцию и вносить в нее изменения, демаркировать, то есть уточнять границы республики, утверждать бюджет, проводить выборы в центральные и местные органы власти, выбирать делегатов на союзные съезды Советов, рассматривать вопросы государственной важности и другое. Всекыргызский съезд Советов являлся носителем высшей власти в республике. В период между съездами власть осуществляли ЦИК Кыргызской ССР и его президиум. Государственные органы власти в Кыргызстане подчинялись центральным органам республики и, согласно правилам Федерации, высшим органам РСФСР и СССР. В Конституции определены государственные символы, флаг и герб Кыргызской ССР. Столицей республики определен город Фрунзе. Итак, кыргызский народ обрел свою государственность в дружной семье народов СССР в форме автономии. С принятием первой конституции были закреплены суть и устройство кыргызского государства, определены права и обязанности проживающих в Кыргызстане граждан и органов государственной власти. Провозглашение Кыргызской ССР – вторая конституция Кыргызстана. Коренные социальные и экономические изменения, происшедшие в стране за годы советской власти, необходимо было отразить в конституциях СССР, союзных и автономных республик. Первая конституция СССР, принятая в 1924 году, а также конституция Кыргызской ССР 1929 года, во многом устарели и уже не соответствовали новым историческим условиям. После необходимых подготовительных мероприятий на чрезвычайном 8-м съезде Советов СССР 5 декабря 1936 года была принята вторая Конституция СССР. С этого дня Кыргызстан, преобразованный в Кыргызскую ССР, стал равноправным членом Союза Советских Социалистических Республик. В истории государственности кыргызского народа это событие стало большим достижением. Образование Кыргызской ССР в качестве итога суверенной воли кыргызского народа было подготовлено всем предыдущим ходом исторического развития. Правительство неоднократно обращалось к высшим органам СССР о предоставлении Кыргызстану союзного статуса. Большой вклад в образование Кыргызской ССР внесли председатель ЦИК Кыргызской ССР Орозбеков, председатели Совнаркома Кыргызской ССР Абдрахманов, Исакеев и многие другие патриоты нашей Родины.